Сегодняшний день волонтеров начинается с раздачи буклетов информативных. На листовках сведения об аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей и их возможностях. Вначале небольшой инструктаж. После уже можно отправляться в путь. Эта часть города самая активная на торговые точки. Продуктовые магазины, различные сервисы и общепиты. И не только. Волонтеры не пропускают ни одно заведение. В случае, если у вас возникнут проблемы с вашим бизнесом, вы можете обратиться по этому номеру, который указан на буклете. Раздачу буклетов провели в рамках акции по информированию о работе аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей, который заработал в регионе порядка 10 лет назад. За это время институтом проделана большая работа по восстановлению нарушенных прав предпринимателей. Основной целью акции является донести до предпринимателей, что на сегодняшний день есть специальные механизмы по защите их прав. Они могут к нам прийти при нарушении их прав с предложениями, с жалобами и могут рассчитывать на то, что им будет оказана безвозмездная, бесплатная юридическая помощь. Среди тех, кто относительно недавно узнал о существовании аппарата, и Аслан Шаухалов. У него своя сеть кофеин. Парень уверен, такой государственный орган – отличная помощь для начинающих и не только предпринимателей. Проблема хнаят надзорный орган жса, но ханчул тяга свой орган не хейчит хем бака хейтер тон, хули обращаться дидез же, хей права шхадез же, ханчул тяга хош худот ходалши андали. Несмотря на то, что орган не так давно функционирует в регионе, стоит отметить его деятельность. 94 лучших результата проделанной работы по восстановлению законных прав и интересов субъектов МСП размещены на сайте Федерального уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей, в том числе 12 положительных рассмотренных обращений за предыдущий год. Задача уполномоченного, помимо рассмотрения жалоб, также входит в вопросы содействия, улучшения предпринимательского и инвестиционного климата. То есть мы выступаем медиаторами между государством, государственными органами и предпринимателями. Не всегда и не у всех предпринимателей, например, есть либо в штате юристы, либо деньги на платных юристов. В этом случае все вот эти расходы мы берем на себя. То есть наши юристы готовы оказывать бесплатную юридическую помощь официально зарегистрированным предпринимателям Республики Ингушетия. Такие акции планируется проводить в регионе и дальше при поддержке волонтеров ресурсного центра добровольчества. Сегодняшний день у нас был пробный день, поэтому в ближайшее время мы еще планируем крупномасштабный такой раздачу информационных буклетов для того, чтобы уже полномасштабно вовлекать людей именно вот этот процесс в работу предпринимателей. Уполномоченный по правам человека рассматривает жалобы заявителей на решение или действия без действия госорганов. Ее можно подать лично, либо через законного представителя. Эта акция, которую мы сегодня проводим, она проводится не для пиара, а для того, чтобы сказать людям, что у них на сегодняшний день есть такие права и возможности. Мы расположены в городе Назране. Это улица Победы, дом 3А, здание железнодорожного вокзала. С понедельника по пятницу мы работаем с 9 до 6 и готовы предоставить соответствующие государственные услуги. Хава Гагиева, Султан Магушков, Магаз 24.